В эфире последний в году уходящем выпуск еженедельной информационно-аналитической программы «События недели». С вами Елена Лулуа. Здравствуйте. Считанные часы остались до нового 2018 года. Идут последние приготовления для встречи любимого праздника. Елка наряжена, подарки упакованы. Осталось сервировать праздничный стол. В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы Абхазии ждут много увлекательных мероприятий. С часу ночи в Сухуми на площади Свободы начнется шоу с участием звезд абхазской эстрады и хореографических коллективов. Все это в сопровождении пиротехнических фонтанов. Ну и как же без праздничного салюта у главной елки страны. За несколько минут до полуночи жители республики поздравит президент Рауль Хаджимба. 2017 год выдался непростым и запомнился целым рядом событий. Все самое важное и интересное в минувшем году мы постарались уместить в обзоре. Избирательная кампания по выборам депутатов парламента 6-го созыва отличалась большим количеством желающих попасть в законодательный орган страны. За 35 депутатских мандатов боролись 137 кандидатов. 113 из них были выдвинуты инициативными группами, 24 шли от партий. Помимо сторонников власти и оппозиции, в новый состав парламента попала группа условно-нейтральных депутатов, которые дистанцировались от двух противоположных политических сил. 8 августа Владимир Путин прибыл с однодневным рабочим визитом в Пицунду, где встретился с президентом Абхазии Раулем Хаджимба. Главы государств обсудили целый ряд двусторонних вопросов, в частности, поиск оптимальных путей развития экономики и вопросы безопасности. В ежегодном послании в течение 1,5 часов Народному собранию президент Рауль Хаджимба рассказал о состоянии дел в различных сферах жизнедеятельности государства. Говорил о необходимости конституционной реформы и избирательного законодательства, о разработке нового закона о милиции. Говорил глава государства о проблемах, в частности, о неэффективном госуправлении, о значительной доле теневого сектора в экономике, об ограничении доступности кредитных ресурсов, слабой защищенности частной собственности, о проблемах с безопасностью. Расставил Рауль Хаджимба приоритеты на следующий год. Абхазия и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в области медицинского страхования, которое предусматривает оказание бесплатной медицинской помощи жителям Абхазии, имеющим российское гражданство. ОМС коснется почти 190 тысяч человек. Соглашение об информационно-координационном центре органов внутренних дел Абхазии и России вызвало оживленную дискуссию в обществе. В особенности высказывались различные точки зрения по количеству сотрудников центра. В итоге число сотрудников было сокращено с предлагаемых российской стороной 400 до 100, а потом остановились на штатной численности в 20 человек. 10 представителей от МВД Абхазии, 10 от МВД России. Авторы документа рассчитывают на то, что соглашение станет эффективным инструментом в борьбе с преступностью. Служба судебных исполнителей приступила к принудительному исполнению судебных актов. У приставов непочатый край работы. За послевоенный период неисполненных судебных решений накопилось более 2000. В их числе дела о выселении из квартир и домов тех, кто занимает их незаконно. Более 50% урожая мандаринов и 70% урожая орехов фундука в Абхазии уничтожил мраморный клуб. Пострадали виноградные плантации, испорчены овощи и фрукты. В бедственном положении оказались в особенности восточные районы страны. Экологи говорят, вредитель будет распространяться до тех пор, пока у него не появится естественный враг в природе, который отрегулирует его численность. Химикаты для борьбы с жуком-вонючкой закуплены и распределены по районам, но эти меры лишь минимизируют вред, причиняемый вредителем, считают экологи. В самый пик курортного сезона 2 августа на военных складах Министерства обороны Абхазии в селе Приморское прогремели мощные взрывы. Погибли 2 жительницы Петербурга, пострадали 64 человека. Повреждения получили более 100 частных домов. 13 из них не подлежат восстановлению. Их начали строить с нуля. Восстановление домов ведется за счет государства. Расследование взрыва в селе Приморское не завершено. С этого года российские дипломаты работают в новых комфортных условиях. 18 апреля в торжественной обстановке было открыто здание посольства России в Абхазии. С новосельем сотрудников посольства приехали поздравить президент республики Рауль Хаджимба и министр иностранных дел России Сергей Лавров. На строительство большого комплекса зданий в самом центре Сухума ушло 4 года.
Этим летом резко сократился спрос на курорты Абхазии. По количеству туристов и общему обороту в сфере оказания туристических услуг показатели упали на 35–40% в сравнении с предыдущим годом. Внешней причиной для россиян открылись турецкие курорты, внутренних несколько. Главные – невыгодное соотношение цены и качества и проблемы с обеспечением безопасности. В Сбербанке временная администрация. Нацбанк Абхазии отстранил от занимаемой должности бессменного председателя сберегательного банка Тимура Бганба. По причине того, что кредитная организация находилась в бедственном положении, работала без прибыли, а объем накопленных убытков в результате многолетнего неэффективного менеджмента составил более полумиллиарда рублей. Печальная статистика по ДТП. За 11 месяцев на дорогах Абхазии зарегистрировано 166 ДТП, в которых погибли 60 человек, пострадавших 222. В прошлом году за аналогичный период в автоавариях погиб 71 человек, получили травмы различной степени тяжести 266 человек. Для маленькой Абхазии огромные цифры. Верховный суд Абхазии поставил точку в деле о покушении на экс-президента республики Александра Анкваб. Исполнители и заказчики преступления приговорены к лишению свободы на сроки от 10 до 20 лет. Судебный процесс длился 4 года. Было проведено 163 судебных заседания, изучено 45 томов дела. Книга «Большой террор в Абхазии» рассказывает о событиях 1937–1938 годов. В трехтомнике собраны рассекреченные материалы дел репрессированных, которые много лет хранились в архивах Абхазии и Грузии. Всего в этот период в Абхазии было репрессировано 2186 человек. Представительство Абхазии зарегистрировано в Италии. Диппредставительство не наделено дипломатическими функциями, но даже в таком статусе сможет активно защищать права граждан Абхазии, проживающих на территории Евросоюза, развивать взаимоотношения между абхазским и итальянским народами, продвигать позитивный имидж нашей страны, языка, культуры и традиций. Что мы обрели в этом году, а что безвозвратно упустили? Какие шансы не использовали, а где славно потрудились? Череда событий, важных и не очень, в конечном итоге определила, насколько плодотворным оказался уходящий год. Экономика и политика, культура и наука, социальная сфера и спорт. О прорывах и неудачах в этих областях, подводя итоги, размышляют эксперты, ученые и аналитики. Один из авторов стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Домения, не видит особых отличий нынешнего года от предыдущих. 2017 для ученого является логическим продолжением прошлых лет. Начало же года оставило тяжелый осадок из-за череды жестоких убийств, которые всколыхнули всю страну. Ученый отметил не только криминальную сторону вопроса и изменение морально-этических устоев в обществе, но и затронул проблему правовой незащищенности людей. И этот вопрос один из наиболее серьезных для Абхазии, считают эксперты. Подобного рода явление говорит о том, что люди простые, мы с вами, вот вы, я и оператор, который нас снимает, мы мало защищены, и не только социально, но физически и с точки зрения права. Было событием года в криминальной ситуации. Для меня было изнасилование малолетней. Вот это для меня до сих пор открытая рана. Я считаю, что в общественном сознании остался открытый рубец. Это затронуло меня гораздо больше, понимаете? Это халатность, это трагическая случайность, которая бывает везде. А вот это событие, оно до сих пор саднит, и я вообще не знаю, когда вот горечь от этого пройдет. Для усиления борьбы с криминалом и обмена важной оперативной информацией в этом году было подписано соглашение между правоохранительными органами Абхазии и России о создании совместного информационно-координационного центра. В нашем обществе расценивают создание ЭКЦ как положительный факт абхазо-российского стратегического партнерства, но отмечают, что важны практические шаги. Договор об обязательном медицинском страховании, подписанный между Россией и Абхазией, особенно важен, считают аналитики, учитывая, сколько людей выезжают лечиться за пределы Абхазии. Это, конечно же, будет хорошим подспорьем для наших граждан, потому что сохранит их финансы хотя бы, потому что любая поездка за пределы Абхазии на лечение, это садится достаточно серьезные деньги.
А такое соглашение теперь позволяет, конечно, лечиться там, в российских клиниках вот, на общих с россиянами основаниях. Хотя там, конечно же, там за какие-то технологические более операции придется доплачивать, но тем не менее. Много усилий в нынешнем году было предпринято для преодоления кризисных явлений в экономике. Эксперты положительно оценили государственные программы и проекты по развитию малого и среднего бизнеса. Также экономисты положительно отнеслись к результатам Абхазо-Российского делового форума, который состоялся в ноябре этого года. Были акценты сделаны, в отличие от прошлых лет, на развитие как раз реального сектора экономики. В ходе проведения этих мероприятий, практически это один день было, но уже были открыты конкретные предприятия в реальном секторе экономики в области сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции в Ачамчирском районе. В энергетической отрасли Абхазии в 2017 году также произошли некоторые приятные события. Хотя с собираемостью платежей за потребленную электроэнергию дела обстоят так же плачевно, как и прежде, есть подвижки в реорганизации энергетического хозяйства Гагарского района. Именно это обстоятельство подчеркнула член Общественной палаты Абхазии Надежда Венедиктова. В Общественной палате обсуждали ситуацию электросети в Гагре. Потому что в прошлом году чудовищно было, 110 напряжения было в сети, в гражданском секторе. Это невозможно жить. Вот оказывается, за год очень многие части электрооборудования поменяли. И во всяком случае в этом году напряжение будет намного лучше. В уходящем году при активном участии и на средства абхазской московской диаспоры была разработана программа «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия» до 2025 года. Эксперты считают положительным то, что авторы программы не просто поставили цель изменить ситуацию в экономике, но и прописали конкретные шаги по развитию каждого хозяйствующего субъекта – района, села или города. Ученые также высоко оценили и программу, принятую Кабинетом министров страны в поддержку экспортно-ориентированных предприятий. Любая продукция, которая поставляется на зарубежные рынки, тем более где присутствует высокая конкуренция, она должна обладать качественными характеристиками. И так просто там представлено быть не может. По этой программе уже идет, во-первых, высококвалифицированная подготовка кадров, потому что без кадров, специалистов невозможно заниматься экономической деятельностью. Вот недавно в Абхазском госуниверситете прошли переподготовку и подготовку начинающие предприниматели, также организованная Министерством экономики. 2017 год был довольно успешным для абхазской дипломатии. Несмотря на то, что в Женевском переговорном процессе изменений практически не наблюдалось, абхазский МИД достаточно ярко заявил о себе на международной арене. К примеру, в этом году было зарегистрировано представительство Абхазии в Италии, которое уже занимается продвижением позитивного имиджа Абхазии, языка, культуры и традиций. Примерно такие же результаты были достигнуты во время визита главы внешнеполитического ведомства Абхазии Даура Кови в Сирийскую Арабскую Республику. Отрадно, что новый министр иностранных дел, он, в общем-то, на месте-то и не сидел. То есть он постоянно разъезжал и ездил не только в Европу, но и по другим континентам и регионам. И, то есть, и это было очень похвально. Мне кажется, мы раньше как-то не очень использовали тот, допустим, российский ресурс, те страны, государства, в котором уже традиционно есть теплые там дружеские отношения. Мы как-то не очень, видимо, это так использовали. И вот сейчас как бы и та же поездка в Сирию и другого рода контакты. Это вот как бы показывает о том, что мы пытаемся все-таки продвигать наше признание, и не только признание, но и налаживать какие-то другого рода контакты, там экономические, культурные и так далее. Главным политическим событием года по праву можно считать парламентские выборы, которые состоялись 12 марта. В ходе избирательной кампании в обществе дискутировали о необходимости повышения возрастного ценза кандидатов и их уровня образования, а также о том, каким образом они должны добиваться голосов избирателей. Анализируя ход избирательной кампании, эксперты назвали некоторые особенности парламентских выборов 2017. Если 10-15 лет можно было избраться в парламент, не обладая большими деньгами, рассчитывая только на помощь там, друзей, родственников, на собственную там, политическую программу и так далее, то эти выборы показали, что все этому пришел конец. И люди в основном голосуют за тех, кто конкретно им что-то обещает. То есть он их покупает, он делает дороги, он делает электроосвещение и так далее. То есть выборы в парламент превратились, так сказать, в соревнование денег.
Это в корне неправильно, потому что люди, которые покупают, точно так же могут покупаться сами. То есть уже пора принимать закон о том, чтобы избирались по партийным спискам. По крайней мере, партия позаботится о том, что хоть какая-то была у них программа и было с кого спросить. В Сбербанке Абхазии в этом году ввели внешнее управление из-за убытков. Глава Нацбанка Беслан Баратели объявил об этом в ноябре. Назначение временной администрации в кредитной структуре было необходимо, чтобы обеспечить финансовую устойчивость и защитить сбережения вкладчиков. Полномочия прежнего руководителя банка были приостановлены. Неординарное событие прокомментировал Инал Хашиг. Это, в общем-то, давно было ожидаемо. Просто как-то все это откладывалось. Сказал, что Сбербанк может сам справиться со своими проблемами, а проблем было действительно куча, и дыра в бюджете там до $500 000 рублей, это достаточно ощутимая цифра. Вот сейчас Беслан Баратели, он на правильном пути, в общем-то он выстраивает достаточно вменяемую банковскую систему, а банки должны зарабатывать денег. Через вот это оздоровление банковской системы, и прежде всего это касается Сбербанка, флагмана абхазской банковской системы, самого крупнейшего банка страны. И я думаю, наверное, в общем-то, в следующем году мы уже, наверное, почувствуем некое выравнивание ситуации в этой сфере. В этом году в абхазском экономическом пространстве возникла тема создания национальной криптовалюты Абхкоин. Представители Минэкономики не раз заявляли о том, что в ведомстве изучают все возможные способы использования технологий блокчейна для развития экономики. Как и следовало ожидать, у этой точки зрения оказались как и сторонники, так и оппоненты. Помимо желания иметь деньги, а еще нужны умения. Значит, владеть этой технологией хорошо. Электроэнергия должна быть в достаточном количестве и стабильна. Значит, много условий требуется. Хотя не особенно много. Но в наших условиях, в условиях такой криминогенной обстановки, в условиях дефицита правового порядка, это вы знаете, к каким бедам может нас привести? Наиболее богатые люди мира вообще относятся к этому довольно критически. Они считают, что это финансовая пирамида, что выигрывают те, кто занимается этим в первых рядах. Но вопрос очень спорный. Можно как и выиграть, так и потерять репутацию хорошего финансового партнера. За дни 2017 года мы переживали и радостные события, и те, которые заставляли нас испытывать гордость, были и поводы для отрицательных эмоций. Но, как отметил Олег Доменя, важно извлекать даже из негативного опыта положительные уроки. Наша действительность сегодня заставляет нас думать больше и делать больше. А это хорошо на самом-то деле. Когда все благополучно, все нормально, все хорошо, роста нет, движения нет, стимула нет, мотивов нет. Наши реалии учат нас. Вот в чем смысл их. Говоря о важнейших событиях уходящего года, мы не можем не вспомнить потрясающий прорыв в культурной сфере. Гастроли в Абхазию выдающихся российских актеров, музыкантов, театральных коллективов. Все это доставило немало радости. Вся страна с волнением следила за тем, как юная Валерия Адлиба завоевывала титул лучшей вокалистки проекта «Ты супер». Каждый следующий год должен стать лучше предыдущего. Именно поэтому есть все основания ожидать важных и правильных событий в 2018-м. Была Кварчия для событий недели. Традиционно в конце года вспоминают не только самые значимые события и достижения, но и тех, кто ушел из жизни, оставив яркий след. Давайте вспомним, кого мы потеряли в году уходящем.
Наступающий год желтой собаки, если верить китайскому календарю, принесет стабильность и гармонию. Мы поинтересовались у жителей столицы, каким для них был 2017 год и что они ждут от следующего. أشقو تسجتمش دخاك سقم شتاي تسجرة وجه حلقة أشقو أري حبخة أشقو تسج بحسويته بجاش سرزهنا يا سخزاب حسوي أنا قول يتسج يتجمع حسبخزا عاشق سجت يحسس يتجمع كحاجة يتجي حيخر قلنا خا حزخم زكوز ينزكي جاشك سرزه ناقزرت بن شاقة يقلوزر عجلر أبزير البيبش زايد أي بشر بخم شايد سرا بشيني جاء بس خطوة أقربة زجير خطوة شاقة. 2017 год, наверное, был достаточно таким сложным, прежде всего, наверное, для населения, но в то же время были у нас и большие успехи. Нас порадовали наши дети, которые участвовали в разных проектах. И «Ты супер», и «Ты супер танцы», «Ты супер» вообще победительница из Абхазии. Для нас победители и Леон Кабба, и Милена Тачуля, которые великолепно выглядели в этих проектах. Наши спортсмены очень себя хорошо проявили во всевозможных соревнованиях. Так что год, конечно, неоднозначный. С одной стороны, были много и сложностей, но в то же время было много радостных событий. Ну, и, конечно же, печально, что каждый год мы теряем наших людей, ветеранов войны и просто молодежь, ну, в авариях, наркотики и так далее. С этим что-то надо делать, с этим как-то надо, наверное, бороться всем. 2017 год для меня был очень даже хорошим. Почему? Потому что мой сын закончил Абхазский университет. Вот, и вслед за этим поступил в Петербурге в университет, вот, чтобы продолжать свое образование. Теперь он счастливый студент Петербургского университета. От наступившего года я жду дальнейших успехов сына, ну и дальнейшего развития хозяйства Абхазии. أبزي أتفكي قران أبزي حوم أتفكي حوم إرادة رئيس فخنتو حاجة ركوتخا كوا إرادة كوتخا قاتسلي أريد أرى رتصحرو يا أخي حقويتو خوي حمو بروبليم خوي حمد زباك ور أبستاذر يخر نقلزون وي أبسخرح وبخرو بيحل شروب يقحصرو حرح زوح نزقي يتزون أريا بسنرا حريحتو حرحوب برا بشمت فنسين خو حراتو بينوك حمزي شحتو حبستاذر نيجا حمكا زدان حرح حبستاذر أبسخر يلشبح وس بغر سمت ساشوك ستريتس حزبشو زكي خوجي دوغي كوبوي حرادا أسي راشانو ببرقنا ناس حرادا خمبدا دوسو يمو يريخد أسير يريختي زحن دارا يخدو زدا بسخواقم ماكرستاسكوب وبرقنا رابخد زاكون سرا زجير زي خشرستخوب وبرحزيجي حزبشو عشان أسير забргать خرц. Я смотрю на 2018 году с надеждой для всех, чтобы развивались больше работа, душевное развитие. Я поздравляю всех, желаю этом Новый год, что у вас все мечты будут исполняться, будет новое развитие, новые встречи, новые друзья, много работы, здоровья. Жду, чтобы было лучше, комфортнее, чтобы было больше денег, чтобы почувствовали заботу государства о нас. Вот это самое главное. 2017 год для меня был, конечно, сложным где-то, но все равно много было хорошего. Ну, я ожидаю, что в 2018 году все будет намного лучше и все будет хорошо. Желаю всем всего самого наилучшего, здоровья, счастья, радости, благополучия, мирного неба над головой. В этом году было много разных событий, как положительных, так и отрицательных. Чего ждешь в 2018? Стабильности в целом для народа,
для себя, для своей семьи, положительных эмоций, каких-то положительных событий в целом в государстве. И сезон кто сдун, и какая-то школа хацара, а вещи цвечаны само сердцаю дарят до скопхой, а царай все не стоит. Сарес саше саше яхвит асарам ка, а царь побудует за хавит. Одним из самых ярких событий этого года была победа Леры Адлиба на детском вокальном конкурсе телеканала НТВ «Ты супер». Успех хрупкой девочки с мощным голосом вызвал в Абхазии целое море эмоций. В финале шоу Валерия исполнила песню «Адажио», с которой она изначально пришла на проект и благодаря которой они узнали миллионы телезрителей. Чем сейчас занимается Лера и какие у нее творческие планы? С юной звездой пообщалась Сарес Мэр. Леру Адлиба узнают на улице, с ней хотят сфотографироваться и взять автограф. Юная звезда с большой охотой общается со своими фанатами и каждый раз не устает благодарить за поддержку, которую они ей оказывали на всем протяжении, пока шел вокальный конкурс на НТВ. Когда к тебе подходят, говорят приятные слова, хотят сфотографироваться с тобой, об этом, наверное, мечтает каждый. Хочу сказать всем огромное спасибо, и то, что эта победа, она не моя, а наша, всей нашей республики. И огромное спасибо за эту поддержку. Валерия до сих пор с волнением вспоминает момент, когда ведущий объявил, что именно она стала победителем проекта. Тогда этой большой победе радовались все, ведь на сцене Кремлевского дворца исполнилась заветная мечта маленькой хрупкой девочки из Очимчиры, девочки с невероятно сильным и красивым голосом. В тот момент никто и не мог предположить, что этот проект так изменит ее жизнь, особенно семья Валерии. Наша жизнь изменилась кардинально. Постоянные перелеты, концерты, я постоянно с ней. Разлука у нас сейчас как бы с маленьким, с папой. Мы часто находимся в Москве, и поэтому настолько все поменялось, что вот мы пытаемся за всем этим успеть. Что касается Леры, я наблюдаю за ней и жду, когда она мне скажет: мама, я устала, я не хочу, там, мне все надоело. Вот. Но это не происходит. Я задаю ей вопрос: Лера, ты не устала? Она мне говорит: нет, мне это нравится. Мама Валерии, Мадина, на протяжении всего проекта была рядом с дочерью. Именно она помогла девочке поверить в себя и в свои силы. Мадина призналась, адаптироваться дочери на проекте было сложно. Бывали моменты, когда Валерии хотелось все оставить и уехать домой. И именно тогда мама успокаивала и настраивала ее на результат. Писали очень много комментариев в соцсетях. И с Абхазии писали, и другие люди из других стран, СНГ, из России. И уже как бы читая все вот это, Лера понимала, какая ответственность на нее ложится. Перед финалом у Леры был нервный стресс, она много плакала, я не могла понять, почему, в чем причина. Вроде все получалось, песня нравилась. Но все-таки вот я списала на то, что уже в конце ребенок настолько устал, что она боролась сама собой. Финальный концерт для Валерии был самым сложным. Она боялась подвести всех, кто в нее верил и поддерживал. Валерия не подвела, она спела так, что в зале никто не мог сдержать слез. Песня Ани Лорак «Снится сон» в исполнении Леры тронула зрителей до глубины души. Снится сон, мама за руку возьмет. И с собой навсегда отсюда уведет. После концерта с абхазскими флагами и танцами уже на улице встречала Валерию абхазская молодежь. Для них это победа не только Леры, но и всего народа. Через несколько дней Валерия, успевшая стать национальной гордостью, возвратилась домой. Без танцев и музыки не обошлось и на границе. После своего успешного выступления на конкурсе Валерия поняла, если чего-то сильно захотеть, то мечта сбудется. Юную певицу активно приглашают на концерты и праздничные мероприятия в Абхазии и России. Бесконечные перелеты, съемки, репетиции, концерты доставляют ей большую радость. Впереди у девочки большие планы. Валерия твердо решила связать свою жизнь с музыкой. После проекта я сама для себя поняла как бы то, что вот прям музыка, это вот прям мое, и я поняла то, что вот прям всю жизнь я должна заниматься этим. И я больше полюбила петь, я больше стала петь. И
просто сама для себя поняла, что в этой жизни мне вообще нужно, и что в этой жизни будет мне всегда помогать, от чего я просто буду получать удовольствие. У Валерии нет ни одного свободного дня от музыки, но это не мешает девочке проводить время со своей семьей и готовиться к встрече Нового года. Я после проекта начала больше, поверила в себя, поверила в свои силы, то, что я могу добиться чего-то, просто нужно много работать, и тогда все получится. А так мой характер... Наверное, какой был, так и остался. Или же я начала ценить то, что у меня есть больше. Может, тогда я не ценила, потому что я была поменьше, но сейчас я же выросла тоже на проекте. Уходящий 2017 год принес Валерии славу и заставил поверить в волшебство. Проект «Ты супер», который так изменил ее жизнь, позади. А нам остается только вспоминать, что среди всех талантливых детей на проекте лучшей оказалась хрупкая девочка с сильным вокалом из Абхазии – Валерия Адлиба. Она пела для себя, но стоило ей выйти на большую сцену, и о ней узнали миллионы. Сария Смыр, Тимур Гугохия для событий недели. Этот год был насыщен приятными событиями и во многом благодаря успеху абхазских спортсменов. Наш спортивный обозреватель Астанда Отерба расскажет о самых впечатляющих победах в спорте. Вольная борьба, профессиональный бокс, карате. Абхазские спортсмены демонстрируют высокие результаты на самых разных спортивных площадках. В столице Абхазии, в городе Сухум, этим летом прошел первый в истории республики вечер профессионального бокса «Рождение чемпионов». На ринге сошлись профессиональные боксеры из Абхазии, России, стран СНГ и Европы. Всего 18 спортсменов. Это было эмоциональное и захватывающее бойцовское зрелище. Зрители увидели будущих звезд отечественного и международного профессионального бокса. На турнире удачно дебютировал абхазский боксер Игорь Адлиба. А Батал Чежи, отправив соперников в нокаут, завоевал титул чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала Pro Box. Он победил соперника из Узбекистана Иззата Ибрагимова. Был остановлен, и победа присуждается. Абхазские боксеры продолжают радовать нас своими успехами и за рубежом. Совсем недавно Батал Чежи и Игорь Адлиба провели еще по одному рейтинговому бою, где победили своих соперников. По-прежнему наиболее востребованы в Абхазии вольная борьба и футбол. Молодому борцу Инару Кете пророчат большое будущее. 10 сентября в Афинах проходило первенство мира по борьбе среди юношей и девушек. Инар Кете в составе сборной России стал первым в своей весовой категории до 63 килограммов. По мнению тренера, у Инара есть все шансы повторить успехи бронзового призера Олимпийских игр Дениса Царгуш. Good morning, Soros. As you walk on it, and the score is 9-0. В этом году Борис Богателя стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов в возрастной категории 55-59 лет. Чемпионат проходил в Греции в октябре. Это второе золото в копилке Бориса Богателя. Спортсмен перенес немало травм, но продолжает заниматься и даже тренирует молодых дзюдоистов и борцов. В футболе наши спортсмены, может, и не повторили успеха прошлого года на Канифа, но оказались в середине. Заняли 4-е место среди 8 команд на чемпионате Европы по версии Канифа, который проходил на Северном Кипре с 4 по 11 июня. А чемпионами Абхазии по футболу стали афонцы.
Леон Цвижба – гордость абхазского спорта. Он проявляет невероятное мужество и упорство. У спортсмена врожденная травма кисти, но даже это не мешает ему побеждать. Леон – мастер спорта Абхазии и России, многократный чемпион всевозможных международных турниров. Вот уже 5 лет спортсмен занимается в России и выступает на соревнованиях по пара-тхэквондо и тхэквондо. А недавно в финале чемпионата России по пара-тхэквондо в Воронеже досрочно выиграл у соперника на первой минуте боя и стал чемпионом. В этом году в Абхазии стал востребован триатлон. Это спортивное троеборье, плавание, велогонка и легкоатлетический кросс. В октябре Федерации триатлона Абхазии и России впервые провели соревнования по триатлону в Сухуме. Принять участие в соревнованиях могли все желающие. Конный спорт остается любимым видом состязаний. Джигитовка, метание копья и пола – неотъемлемая часть народных гуляний. А также национальные виды спорта, стрельба из лука, метание копья, скоростной подъем на алабаша. 11 июня победителем скачек на приз президента России на Центральном московском ипподроме стала лошадь по кличке Конрад Лорд, представлявшая Абхазию. Эта победа – гордость для Федерации конного спорта Абхазии. И Конрад Лорд выигрывает приз президента. В этом году многие молодые спортсмены и тренеры были удостоены званий мастеров спорта и заслуженных тренеров Абхазии. Взлеты, падения, победы – все это было в спортивном 2017-м. Абхазские болельщики будут ждать новых успехов и новых побед в наступающем году. Астанде Оторба для событий недели. Одна из самых популярных новогодних традиций – задобрить покровителя Нового года праздничными угощениями и нарядами. Что будет актуальным в предстоящем модном сезоне и в каких цветах лучше встретить новогоднюю ночь? О главных трендах года наступающего с абхазским дизайнером Илоной Зантария побеседовала Ирина Арчба. Своенравный и строптивый красный огненный петух вот-вот передаст бразды правления желтой земляной собаке, символу ответственному и дружелюбному. Считается, что с ним в 2018 придут уравновешенность, гармония и порядок. Нужно только правильно подготовиться и встретить новые 12 месяцев по-особому. Собака не любит одиночество, поэтому отличным будет решение встретить наступающий год в дружной компании. Народные гуляния, поход в гости, все что угодно. Главное – не оставаться в одиночестве. На праздничном столе желательно, чтобы были мясные блюда, ведь это любимая еда собак. Но в целом праздничный стол должен быть максимально простым, без изысканных блюд. Прекрасную половину человечества больше всего интересует, в чем встречать год желтой земляной собаки. При выборе наряда для себя и украшений для дома дизайнеры рекомендуют предпочесть все оттенки желтого или коричневого цветов. Многим женщинам не симпатичен этот цвет, и даже для них он будет играть совершенно по-другому. Также в приоритете все оттенки золота, беж, песочные, молочные тона. Смело можно экспериментировать с красным, с вишневыми оттенками. В этом сезоне дизайнеры советуют облачиться полностью в один цвет. Это может быть полностью красный, это может быть платье красное, сумка, туфли тоже красные. Размышляя, в чем встречать 2018 год, учтите, даже самое консервативное платье можно украсить блестящим элементом – золотым или желтым, и тогда вы всегда будете в тренде. В качестве элемента можно использовать ожерелье, поясок, бретели. Можно играть аксессуарами. Аксессуары могут быть очень яркими. Туфли, сумка. Можно смело экспериментировать с блеском. Для всех тех, кто любит пайетки, в этом году это будет прям топ-тренд. Также очень актуален принт клетка. В образе можно сочетать две клетки, крупная клетка, мелкая клетка. Для любителей леопарда анималистичный принт тоже будет весьма актуален. Желтая земляная собака отличается преданностью и постоянством. Оттого 2018 год удачен для налаживания отношений и создания семьи. Одиноким людям собака подарит прекрасную возможность найти вторую половинку. Трудолюбивые люди смогут собрать богатый урожай, а бездельников четвероногая покровительница, напротив, накажет отсутствием финансовой стабильности. Конечно, к предсказаниям и гороскопам можно относиться по-разному, но если верить в свои силы и смотреть в
будущее с оптимизмом, то обязательно можно добиться удачи и успехов. Ирина Аршба, Ильдар Дамиров для событий недели. Таковы итоги уходящего года. В 2017 были не только разочарования и потери. Это год важных достижений, которые непременно получат развитие в будущем. Страна готовится к встрече Нового года. Абхазское телевидение подготовило для вас яркую праздничную программу в новогоднюю ночь. Будет много музыки и юмора. Не пропустите! А мы желаем вам здоровья, уюта в домах, мира и счастья. Пусть наступающий год станет для вас годом достигнутых целей и приятных сюрпризов. С Новым годом!